Саламатсыздарбы, урматтуу телегөрүүчүлөр. Саламатсыздарбы. Сегодня мы подведем некий итог за предыдущие уроки, в которых мы познакомились с особенностями существительных кыргызского языка, а также приступим к новой теме – прилагательным. Узнаем, как образовать их сравнительную и превосходную степени. Today we'll pick up from our previous lessons about Kyrgyz nouns, and we will study adjectives, specifically how to create their comparative and superlative forms. Итак, сегодня в передаче «Бүгүнкү телебөрүүдө». Сөз кутучасы. Изучаем новые слова. Let's study some new words. Грамматика үйү. Основные правила кыргызской грамматики. Basic rules of Kyrgyz grammar. А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З, И, К, Л, М, Н, Н, О, Ö, П, Р, С, Т, У, Ü, F, Х, Ц, Ч, Ш, Ş, ajratу belgisi, I, yumşartу belgisi, E, Ю, Я. З, Зым, Зергер, Замбирек. Кыргыз тилинин кезектеги сабагына кош келиңиздер. Добро пожаловать на очередной урок кыргызского языка. Welcome to another Kyrgyz lesson. Мүмкүн болсо, өзүңүздөр менен тааныштырып койсоңуздар. Please introduce yourselves. Менин атым Крис. Мен Америкадан келдим. Менин атым Акико. Мен Жапониядан келдим. Менин атым Богдан. Мен Кыргызстандыкмын. Salut, менин атым Жюли. Мен Франциядан келдим. Менин атым Каддафи. Мен Нигериядан келдим. Прежде всего, мы хотели бы предложить вам взглянуть на таблицу именного сказуемого. First of all, we'd like you to look at a table of the nominal predicate. Как мы уже знаем, сказуемое в кыргызском языке может быть выражено не только глаголом, который отвечает на вопрос «что делать» и обозначает действие, например, учиться, работать, отдыхать. As we know, the predicate in Kyrgyz can be used to answer a question, what to do, or show an action, for example, to rest, to play, to relax. Может быть также выражено именем существительным, который отвечает на вопрос «кто», «что», именем прилагательным, который отвечает на вопрос «какой», «какая», именем числительным, который отвечает на вопрос «сколько» и местоимением. В этом случае оно называется именным сказуемым. The predicate can also be expressed by the noun which answers the question who or what, the adjective which answers the question what kind of, the numeral which answers the question how much, how many, and a pronoun. In this case, it is called the nominal predicate. Итак, первый пункт в этом списке – имя существительное – зататоч. So the first item in the list is the noun, zatatoch. Что вы знаете о существительных? What do you know about nouns? Ну, во-первых, имя существительное отвечает на вопросы «кто» и «что» и обозначает предмет – людей, животных, неодушевленные предметы, абстрактные понятия. The noun answers the questions who, what, and it refers to people, places, things, and ideas. Какие фразы с существительными вы знаете в кыргызском языке? What phrases with nouns do you know in Kyrgyz? For example, Misali, менин атым Крис. Тура, совершенно верно. Мы можем назвать наши имена. We can say our names. Аты жөнү – фамилия, имя, отчество. First name, last name. Кесиптер мен доктор мун, мен спортсмен мин. Эң сонун. Мы можем назвать наши профессии. We can say our professions. Kesip, профессия, profession. Мен Америкалыкмын. Мы можем назвать наши национальности. We can say our nationalities. Улут – национальность. Nationality. Мен Кыргызстандыкмын. Менин туулган жерим Кыргызстан.
Мы можем назвать место рождения или место проживания. Туулган жери же жашаган жери. We can say our place of birth or residence. Буюмдар, мисалы бул үстөл, ал компьютер. Эң жакшы. Заттарды, нерселерди айта алабыз. Мы можем назвать предметы. An object. А что характерно для существительных в кыргызском языке? What is typical for Kyrgyz nouns? Ну, во-первых, в кыргызском языке нет категории рода, мужского, женского. It's like in English, there is no gender category. The words he, she, and it sound just like the word all, which is easy to use. Лар, докторлар, комуздар. Акико-сан, сиз туура айттыңыз. В кыргызском языке есть категория числа единственного и множественного. Жекелик, жана, көптүк сан. There's the category of number in the Kyrgyz language, singular and plural. Эжемдин аты Вероника. Нам встречался родительный падеж. Категория падежа. Как мы уже говорили, в кыргызском языке существует 6 падежей, каждый из которых мы внимательно изучим в ближайших выпусках передачи. Жөндөмө категориясы. Case system. There are 6 cases in the Kyrgyz language. We will discuss each case in coming episodes. Менин апа, сиздин эжиниз. The category of possession. We studied it in a previous lesson. Категорию принадлежности мы изучили на прошлом занятии. Таандык категориясы. How about the suffix mun? Men okumushtu mun. Biz okumushtu buz. You mean predicate suffixes? Absolutely. В кыргызском языке существительные имеют категорию сказуемости, аффиксы которых мы изучили на первых уроках. Баяндоочтук категориясы. In Kyrgyz, nouns have the category of predicate and take special endings, which we have covered in previous lessons. Кроме существительных, в качестве именного сказуемого могут употребляться и прилагательные. И сегодня мы с вами выучим несколько слов на тему внешность и характер. Other than the noun, the adjective can also be used as a predicate nominative. Today we will talk about the topics of appearance and character. чон, большой, Big. чон, чон, кичинекей, маленький, Small. кичинекей, кичинекей, бойы uzun boylu, высокий, Tall. бойы uzun, uzun boylu, кыска, короткий, Short. кыска, бойы кыска бойлу, невысокий, короткий о росте, Short. About height. бойы кыска, кыска бойлу, семис, толстый, Fat. семис, толук, полный, Plump. толук, арык, худой, Thin. Slim. арык, күчтүү, сильный, Strong. күчтүү, алсыз, слабый, Weak. алсыз, жакшы, хороший, Good.
Жақсы, жақсы. Жаман, плохой. Bad. Жаман, жаман. Ақ көңіл, добрый. Kind. Ақ көңіл, ақ көңіл. Ачулы, сердитый. Angry. Ачулы, ачулы. Ақылды, умный. Clever. Ақылды, ақылды. Келесо, глупый. Stupid. Елесо, елесо. Орбасырықты, серьезный. Serious. Орбасырықты, орбасырықты. Жеңіл ойлы, легкомысленный. Light-minded. Жеңіл ойлы, жеңіл ойлы. Эмгекчил, трудолюбивый. Industrious. Эмгекчил, эмгекчил. Жалко, ленивый. Lazy. Жалко, жалко. Если прилагательное выступает в предложении в роли определения, то оно ставится перед определяемым словом и меняется по лицам, числам и падежам. Например, «Я хороший студент», «Мен жақсы студентмин», «Мы хорошие студенты», «Біз жақсы студентпиз». If the adjective is used in a sentence as the attribute or modifier, it is placed in front of the head, the modified component, and it is not declined or changed by grammar, person, number, case. It's like in English. For example, I'm a good student. Men жақсы студентмін. We are good students. Biz жақсы студентпіз. Если прилагательные выступают в предложении в роли именного сказуемого, то они склоняются как существительные. Например, «Я хороший», «Мен жақсымын». If adjectives are used in a sentence as the nominal predicate, they can be declined like nouns. For example, I'm good. Мен жақсымын. А теперь попробуйте дать описание этим известным людям. Отвечая на вопросы «Ал ким?», «Ал қандай киши?». And now try to describe these famous people in Kyrgyz. Bu kişinin adı Arnold Schwarzenegger. Al belgili aktör. Ulutu boyunca Avstriyalık. Özü Avstriya'dan. Arnold çok cana güçlü kişi. Yönüzü akıllı. Бұл Pierre Richard, ал актер, ұлыту бойынша француз. Өзі Франциядан. Pierre Richard, арық жана, өзі бойыту киши. Мүнөзү шайыр. Bu Emay. Al muzikant. Özü Afrikadan. Al жақшыныкай. Жаш қызықты адам. Бұл жігіттің аты Такеши Канеширо. Ары берегелі актер. Үліті бойынша Жапон жана Тайван. Өзі Жапониядан жана Тайванда. Такеши сүрүү. Мүнөзү жумушак. Бұл жаш жігіттің аты Атай Умурзаков. Ал бийчи. Улуту боюнча кыргыз. Озу Кыргызстандан. Мүнөзү төктө, салматтуу. Атай жаш, өтө таланттуу жигит. Now let's see how to form comparative and superlative adjectives in Kyrgyz. Посмотрим, как строится сравнительная и превосходная степени прилагательных. У прилагательных несколько степеней. Джунекюй сын или джай дараджа – положительная степень. Это обычная исходная словарная форма прилагательного, например, кызыл – красный, ичке – тонкий. Adjectives have several degrees. Jumlukui сын or jai daraja, positive degree. Its usual dictionary form of the adjective. For example, kızıl, red, içke, thin.
Салыштырмасын или салыштырма-дараджа, сравнительная степень, образуется путем присоединения к прилагательному аффикса «ра», если прилагательное оканчивается на согласный звук, например, «кызыл» – «кызылрак», что означает «краснее», и просто «рак», если оканчивается на гласный «ичке» – «ичкерек» – «тоньше». Салыштырмасын or салыштырма-дараджа comparative degree is formed by adding an adjective to the suffix rak if it ends in a consonant. For example, kızılrak, redder, or just rak if it ends in a vowel. For example, içkerek, thinner. Güçötsün или güçötmö-дараджа, превосходная степень, в основном образуется с помощью усилительных служебных слов «эн», «өтө», «абдан», которые ставятся перед прилагательными и передают значение «самый», «очень». Например, «эн кызыл» обозначает «самый красный», «эничке» – «самый тонкий». Superlative degrees generally form the intensifiers eng, ötü, or abdan, which are put in the front of adjectives and show the meaning the most or very. For example, eng kızıl means the reddest, eng içke, the thinnest. Некоторые прилагательные в кыргызском языке, особенно цвета, могут присоединять следующие аффиксы, образовывая приблизительную или уменьшительную степень. Чамаламасын, чамалама-дараджа или басаңдатуучу-дараджа. Например, кызгылтым обозначает красноватый, көгүш – синеватый. Some adjectives in Kyrgyz, especially colors, can add the following suffixes forming approximate or descending degree. Chamalama sım daraja or basandatuchu daraja. For example, kızgıltım means light red, kugush light blue. I heard of another form of superlative in which the first syllable repeats itself, like taptaza kıpkızıl. Я слышал и другую форму превосходной степени, где у прилагательного повторяется первый слог, как таптаза кыпкызыл. Совершенно верно. В разговорной речи широко используется сочетание прилагательного с его усеченной формой, повтором первого слога. В этом случае к первой гласной в слове добавляется звук «п». Например, «кызыл» после первой гласной «ы» добавляем «п» и получаем «кыпкызыл», что означает «очень красный». Или «ичке» после гласной «и» добавляем «п» и получаем «ипичке», что означает «очень тонкий». In this form of superlative, which is very conversational, we add the sound «p» to the first vowel of the word. For example, kızıl. After the first vowel we add «p», kıpkızıl, which means very red, or içke. After the vowel «i», we add «p», we get «ipiçke», which means very thin. Кстати, ребята, как можно определить, сколько слогов в слове? По хлопку. Кызыл. 2 хлопка, значит 2 слога. Акылду. 3 слога. We can find out how many syllables there are in a word by clapping. For example, akıldu. Akıldu. 3 syllables, 3 claps. Oh, I also know another way. We can put our hand under our chin like this. When the chin touches the hand, that's how many syllables there are. Акылду. Значит, сколько раз подбородок коснется руки, столько слогов. Очень интересно. Абдан кызыкту. Ну что, попрактикуемся? Let's practice. Жаш, Молодой. Young, жашрак, Сравнительная степень моложе. comparative, younger. эн жаш, жапжаш. Превосходная степень самый молодой. Superlative, youngest. Абдан жакшы. Акико-сан, кейошиを選んで例を挙げてください。はい。кыска, Короткий. Short, кыскарак, Короче. shorter, эн кыска, кыпкыска. Самый короткий. shortest. Engsonon. Julie, c'est votre tour. Pourriez-vous donner un exemple avec un adjectif, s'il vous plaît? Oui, oui, très bien. Arık. Худой. Thin, slim. Arıgırak. Худее. Thinner, slimmer. Arık, aparık. Самый худой. Thinnest, slimmest. That was one of the most interesting broadcasts of this entire show. Это был один из самых интересных выпусков этой передачи. Аға біз абдан қуаныштабыз. До скорой встречи. Қайрадан көрішкенше. Есен болыңыздар.